У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Эти строчки, вероятно, знает каждый из нас. И неспроста сегодняшний эфир начинаем именно с них, потому что 6 июня на календаре в России отмечается Пушкинский день, он же День русского языка. Но подробнее об этом и еще не раз в течение сегодняшнего эфира мы обязательно поговорим. Ну а в целом, как обычно, «Утро Якутии» в эфире. Меня зовут Павел Танин. Я и команда нашей программы подготовили для вас много всего интересного. Очень много сегодня будет непосредственно про Пушкинский день и все, что с ним связано. Ну и, конечно же, много всего интересного, много интересных гостей сегодня. Их, кстати, будет больше, чем обычно. И темы будут достаточно такие необычные в том числе. Не будем поэтому затягивать. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. В нем всегда тоже много всего интересного есть. QR-код на экране. Сканируем при помощи смартфона. Туда попадаем, нажимаем кнопочку «Подписаться», и все у вас будет отлично и замечательно. Ну а прямо сейчас узнаем, что происходит за окном. В центральных районах Якутии температура воздуха плюс 9 градусов, в заречной группе от 3 до 9 градусов тепла. В южных от плюс 7 до плюс 8, в Вилюйской группе от плюс 13 до плюс 14. В Нижнеленских 14-15 со знаком плюс, в западных от 11 до 12. В Колымо-Нигирской группе улусов от плюс 7 до плюс 21, в Янских от плюс 13 до плюс 17, на северо-западе от плюс 5 до плюс 15. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 9 градусов, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем в Якутске прогреется до 17-19 градусов со знаком плюс. А прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Около 7 тысяч человек, пострадавших от весеннего паводка в Якутии, подали заявления на выплаты. По данным на 5 июня принято 3633 заявления на единовременную материальную помощь и 3191 заявление на финансовую помощь. Прием заявлений продолжается на портале государственных услуг. Крайний срок приема заявлений от пострадавших в результате чрезвычайной ситуации – 18 июня. Линчане собрали гуманитарную помощь районам, пострадавшим от паводка. В течение недели Комитет по молодежной и семейной политике в стенах своего офиса принимал предметы первой необходимости. С утра до позднего вечера каждый день жители несли одежду, постельное белье, газовые плиты и многое другое. Сегодня десятки коробок ожидают своей отправки в места назначения. Работники многих предприятий собирали денежные средства, которые также были отправлены жителям районов, пострадавших от паводка. В приоритете были вещи первой необходимости. Это насос для откачки воды, газовые плиты и баллоны, тепловые пушки, теплая одежда, постельное белье, мыльные принадлежности. В общем, все самое необходимое. К сожалению, мы знаем, каково это оказаться в такой ситуации. Жителям Ленского района большое спасибо за доброту и поддержку. Пострадавшим районам терпения и сил. Ремонт парка культуры и отдыха к играм «Дети Азии» завершают в Якутске. Окружной администрацией города Якутска была поставлена задача в оптимальные сроки организовать для населения города безопасное посещение парка. Парк открылся для посетителей 1 июня в День защиты детей. В сжатые сроки был выполнен большой объем работ по асфальтированию. На сегодняшний день выполнено около 85%. На центральной аллее заменили все опоры освещения. Работы велись по программе «Светлая столица». Мирнинцы встретили лето вместе с фитнес-тренерами. Спортмарафон «Фитнес-калейдоскоп» собрал сотню мирнинцев. За 5 часов спортсмены опробовали силы в зумбе, аэробике, функциональных и силовых тренировках. Каждый участник посетил те занятия, которые ему интересны. Мастер-класс провели не только тренеры КСК, но и приглашенные гости. Записаться на тренировку можно в кассах КСК. Приехал обучать ваших тренировок и, соответственно, провести мастер-классы для населения. У меня сегодня было 2 класса. Первый был класс Deep-Work, второй класс будет йога. Deep-Work – это функциональная тренировка, основанная на
принципах традиционной китайской медицины, принципах инь-ян. В Якутске проходит межрегиональный форум «Содружество и перспективы» для специалистов психиатрии и наркологии. В нем участвуют более 100 ведущих наркологов и психиатров республики, а также из разных регионов России. Цель мероприятия – обсудить современные перспективы развития, обменяться опытом и улучшить систему оказания помощи. Также в рамках форума будут рассмотрены современные подходы к организации психиатрической и наркологической помощи в России и Дальнего Востока. Будет проводиться пленарное совещание, теоретические и стратегические сессии, на которых будут рассмотрены актуальные вопросы организации психиатрической, наркологической, психотерапевтической и медико-психологической помощи. Мы приехали по обмену опытом, потому что ваш центр психотерапевтический, у нас такого нет. Мы бы хотели точно такое же у себя создать. Хочу сказать слова глубокой благодарности вашим коллегам, что пригласили, и отдельно слова благодарности главному психиатру Российской Федерации, доктору медицинских наук Шпорт Светлане Вячеславовне, потому что в связи с ее приходом стали проводиться именно конференции в регионах, то, что важно. Всегда это были в головных федеральных городах, это Москва, Санкт-Петербург, а сейчас это по всей России, и это очень важно. Ну и характер весь в отца. Это у нас в семье наследственное. Во всем гены виноваты. Мы слышим подобное или говорим сами довольно часто по отношению к самым разным вещам. Гены управляют тысячами сложных механизмов в клетках нашего тела. Они определяют нашу внешность, показатели здоровья, непереносимость продуктов и лекарств. А вот подробнее о генетике и о достижениях медико-генетической службы Якутии поговорим с Надеждой Максимовой, руководителем научно-исследовательской лаборатории «Молекулярная медицина и генетика человека» Медицинского института Северо-Восточного федерального университета, и Вадимом Степановым, профессором, академиком, директором Топского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, сегодня наш эфир так или иначе посвящен знаменательному для нашей страны дню. Это Пушкинский день, поэтому вначале от каждого из вас, может быть, какие-то любимые пару строчек из произведений Пушкина. Ну, я, наверное, назову те строки, которые известны почти каждому, и строки, которые в первую очередь ассоциируются с наукой и знанием. «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай, Бог изобретатель». Здорово. Надежда? Прям сразу. Ну, Не вспомню, еще только зимнее утро будет- и зимний вечер, да, только Только так. название, да. Вот. Ну, к чему, собственно, про стихи? Мы говорим про генетику, про гены, так или иначе. Поэзия — это творчество. Передаются ли вообще творческие, поэтические способности по наследству? Или все-таки это какое-то явление, которое вот в человеке само происходит? Ну, по моему мнению, какая-то часть, конечно, передается, да, и какая-то часть все-таки зависит от воспитания, от окружения, от семьи. Вы знаете, в свое время, еще в конце 19 века, Фрэнсис Гальтон, известный естествоиспытатель, написал книгу «Наследственный талант и здоровье». Как раз он тоже рассуждал о том, передается ли талант по наследству. Конечно, способности отчасти, склонности, некие поведенческие характеристики, они передаются по наследству. Но талант — это уникальное сочетание массы обстоятельств. Для того, чтобы талант реализовался, генов недостаточно. Должны быть и иные обстоятельства. Ну, мы часто знаем, что есть династии, да, поэтов, спортсменов, кого угодно, но всегда есть кто-то, кто вот наиболее талантлив. Наследование, в том числе средовое, через общение, через среду, да, тоже склонности существуют. Но генетика играет важную роль. Да? Без генетики и Пушкин не был Пушкиным. Ну, то есть роль важная, но как бы не основополагающая. То есть там все-таки комбинация факторов происходит. Комбинация, наверное, одно из основополагающих, но для проявления таланта нужны и другие условия. Ага. Но это вот мы поговорили про генетические, да, предрасположенности с точки зрения каких-то позитивных, да, вещей, то есть передача талантов, предрасположенности к какому-то там творчеству, к навыкам, не обязательно творческим, да, опять же, могут быть и производственные, инженерные и так далее. Есть и у генетической, да, наследственности обратная сторона, это какая-то вот склонность к заболеваниям, которые генетически передаются. Вообще генетические заболевания, насколько они в нашем регионе распространены? Чисто генетические моногенные заболевания, так называемые, которые передаются именно из-за того, что у них мутация возникает в гене, да, у этих людей.
то они в Якутии распространены и имеется накопление некоторых наследственных заболеваний, определенных, которые накоплены именно в Якутии, но очень редки во всем мире. Есть и доминантные заболевания, это, например, спиноцеребелярная атаксия первого типа, миотоническая дистрофия, околофрингеальная дистрофия, или там рецессивные заболевания, там Трион-синдром, СОВ-синдром. То есть, да. Ну, опять же, когда мы говорим про заболевания, вопрос диагностики очень важен, потому что, ну, если вот даже звучит генетические заболевания, как-то страшно. Понятно, что его диагностировать, как обычную простуду, не получится. Чихнул, да, у меня простуда. Какие сегодня, ну, в мире вообще существуют наиболее эффективные способы диагностики генетических заболеваний? Ну, конечно, сейчас на первом месте это генетическая диагностика, основанная на чтении генетического текста, на чтении молекулы ДНК у конкретного больного. Потому что такие заболевания, они вызваны, как правило, небольшой поломкой в наших генах. Причем эта поломка происходит по вполне понятным механизмам, то есть это некая ошибка, которая заложена природой в том, чтобы мы могли изменяться. Это обратная сторона этой медали. Поэтому на первом месте генетическая диагностика. И в Якутии, в частности, наследственные болезни частые для региона диагностируются в медико-генетической службой с помощью молекулярных подходов. Ну а сейчас наша страна, на самом деле, один из лидеров в диагностике наследственных болезней. Вот с прошлого года действует общероссийская программа большая раннего скрининга у новорожденных на 36 наследственных заболеваний, когда у малыша при рождении берут каплю крови из пяточки, и затем с помощью биохимических методов делается первичная диагностика, и если находят признаки болезни, то молекулярное подтверждение. Это позволяет развитие болезни предотвратить, начать лечение как можно раньше, и такие малыши имеют возможность жить здоровой жизнью, ну, используя соответствующие подходы к лечению. Вот возвращаясь к информации, да, которую вы озвучили, что в принципе в Якутии генетические и наследственные заболевания достаточно распространены, а на каком уровне сегодня медико-генетическая служба Якутии находится? Ну, можем сказать, на передовом, да. У нас есть и практическая медицина, которая оказывает именно медико-генетическую помощь населению. Есть и наука, которая проводит фундаментальные исследования в этой области. И благодаря вот этой коллаборации у нас одна из, наверное, передовых и достаточно развитых служб в России. Ну и, наверное, последний вопрос нашей беседы, да, поговорим уже таком о глобальном, да, о мировом опыте. Вот за последние годы какой, может быть, вклад, какие-то, может быть, очень важные открытия были сделаны в области вот, генетических заболеваний, наследственных заболеваний, может быть, в части именно диагностики? Ну, на самом деле, генетика сейчас является одной из наиболее быстро развивающихся сфер, которая проникает во все области медицины. Это не только наследственные болезни, это онкология, кардиология. И ключевое открытие здесь, наверное, последних нескольких десятилетий, это, опять-таки, прочтение полного текста генома человека. Мы теперь знаем фон, знаем, что меняется, и можем на основании этого находить молекулярные причины развития болезней. И наследственных в узком смысле, и использовать это и для лечения, и для подходов к предсказанию профилактики распространенных болезней. Ну и в целом сегодня по генетическому анализу, вероятно, можно, ну вот как вы сказали, прогнозу, да, предсказанию, что в принципе можно уже определять, чем человек, даже если сейчас он, там, грубо говоря, не болеет, если мы говорим про болезни наследственные, которые передаются по наследству, что он сейчас, может, не болеет, но вот там скоро у него может что-то стрельнуть. Это так, опять-таки, возвращаясь к таланту, в этом случае точно так же наследуется предрасположенность. Но чтобы болезнь реализовалась, нужны и иные факторы, неблагоприятная среда. Ну, то есть триггеры какие-то. Да. Ну, спасибо вам большое за беседу. Желаю вам удачи дальнейшей в работе вашей. Ну и хорошего сегодня дня обязательно. Спасибо. Спасибо. А мы продолжаем. В поселке Алмазный Мирнинского района состоялось яркое праздничное мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею славянской общины «Лада». Она работает в составе Мирнинского отделения Ассамблеи народов республики и ведет свою деятельность с 2000 года. Как отпраздновали 20-летие члены общины, расскажут коллеги. У истоков образования славянской общины стояли женщины, чей энтузиазм и стремление помогли организовать и объединить в своих рядах много неравнодушных людей. На базе Дома культуры «Алмазный» славянская община проводила увлекательные вечера и праздники. Община ежегодно проводит День урожая, рождественские встречи, День славянской письменности и так далее. Женщины сперва сделали клуб по интересам. То есть они вместе собирались, пели песни, вязали, обменивались рецептами, проводили свой досуг.
Директором клуба ДК «Алмаз» тогда была Стура Людмила Николаевна, и вот под ее руководством такой клуб появился. Немного погодя, клуб стал расширяться, то есть стали вливаться новые дамы, которым тоже стало интересно, что же это такое за славянский клуб в то время. Понимаете, вначале был организован именно славянский клуб, потому что туда входила Рима Тулеевна Шиндер, но она никак не славянка. Она по национальности у нас таджичка, наверное. Ну, она как бы сказала, что я сойду со славян. Но потом Дроботущенко у нас, Надежда Лукьяновна, она украинка. Другие девушки у нас белорусы. То есть русскими назвать как-то это очень сложно. А вот именно славяне, то есть мы объединяемся. Тем более в поселке у нас живут и белорусы, и буряты, и украинцы, я не знаю, и якуты. И все у нас они славяне. Славянская община «Лада». В этом году славянской общине «Лада» 20 лет. В торжественном мероприятии, посвященное 20-летнему юбилею, приехали представители общин Ассамблеи народов Якутии. В этот день благочинный Мирнинского округа Якутской епархии Владимир Севрюков вручил общине икону Святой Троицы. Во время концерта проходили мастер-классы по резьбе из дерева, которые провела мастерица Мария Захарова. Мы делаем такого чудесного коня резного. На самом деле очень интересно, очень познавательно. Советую каждому попробовать, если есть возможность. Огромное количество теплых и добрых пожеланий прозвучало от представителей национальных общин Мирнинской ассамблеи народов. А концерт, посвященный 20-летию, был наполнен яркими номерами от учащихся хореографического отделения детской школы искусств поселка Алмазный, возродившегося коллектива «Задоринки» и гостей из города Мирный, народного коллектива «Раздолье», Дома культуры «Алмаз». Порадовала зрителей дефиле и в национальных костюмах. Анна Васильева, Мирный. Утро Якутии. Сегодняшний день, 6 июня, встречаем вместе с вами. Ну, далее сделаем мы, конечно, утреннюю зарядку. И сегодня вновь узнаем в упражнениях, как можно использовать подручные средства. Доброе утро! Ну что ж, у нас продолжается комплекс упражнений с рукояткой от швабры. Первое упражнение. Мы отстраиваемся с вами в профиль, если это у нас зеркало. Уводим спинку в параллель с полом. Постановка рук, широкий хват, максимально широкий. Что мы делаем? Мы заводим над головой наш черенок и приводим к животу. Вверх и вниз, вверх и вниз. В верхней точке удержание, выдох. Удерживаем прямую спинку, сводим лопатки в нижние точки. Заводим локоть назад, плечо не прижимаем к ушам. Работаем 20 повторов. Выдох, выдох. Спружинили, выросли вверх, завершили упражнение. Данное упражнение повторяем 20 повторов в 3 подхода. Далее у нас будет следующее упражнение, где идет комбинация верхней части кора и подключения ног. Мы будем отстраивать также наш черенок или нашу рукоятку от швабры в широком хвате. У нас будет выход вверх и присед глубоко вниз в широкой постановке ног. Вверх и вниз. Выдох. Работаем здесь 20 повторов. Отводим ягодицу назад, колено не заваливаем. Выдох. Спинка прямая. В нижней точке представляем себе, что садимся на стульчик. Тянем ягодицу назад. Плечо в нижней точке не прижимаем к ушам, а наоборот прожимаем максимально вниз. Закончили. Данное упражнение выполняем 20 повторов по 3 подхода. Следующее упражнение мы подготовили как раз-таки для того, чтобы прорабатывать трицепс бедра. Заводим наш черенок или рукоятку за спину. Уводим под ягодичную полочку. Ширина хвата, ширина плеч, чуть шире плеч. Шире не нужно. У нас будет мах назад
и возвращение в исходную точку. Колено слегка мягкое. В верхней точке небольшое удержание, сведение лопаток. Выдох. 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 Работаем здесь 20 повторов. Вы можете почувствовать приятное растяжение в области грудного отдела. Это нормально. Данное упражнение повторяем также 20 раз в 3 подхода. Ну что ж, я думаю, данный комплекс был для вас полезен, интересен. И я всем желаю хорошего дня и продуктивных будней. Это «Утро Якутии». В Якутске открылся культурно-спортивный реабилитационный комплекс, в котором будут размещены спортивные и творческие секции для людей с инвалидностью по зрению. Для более чем 700 незрячих, проживающих в Якутске, комплекс стал первым этапом в осуществлении мечты. Открытие такого комплекса является очень важным событием, так как обеспечит незрячим людям реабилитацию и комфортных условиях. Сегодня у нас в гостях Владимир Сипкин, президент Центрального правления Всероссийского общества слепых. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Вот, про центр сейчас поговорим. Но первый вопрос сегодня всем его задаем в честь Дня Пушкина. Ваши, возможно, любимые четверостишье, буквально 4 строчки из какого-то произведения Александра Сергеевича. Да, ну, наверное, сегодняшней беседе соответствует прежде всего одно четверостишье, которое мы все изучаем в школе. «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог». Да, собственно, классика. Тоже, как и я в начале эфира про лукоморье говорил, эти строки тоже, возможно, знает каждый из нас. Ну, а теперь перейдем уже непосредственно к центру. Какие основные направления его деятельности будут? Вы знаете, культурно-спортивный реабилитационный комплекс якутской организации Всероссийского общества слепых – это то здание, которое очень давно ждали. И я могу сказать, это большая работа всей организации, но прежде всего ее председателя Ибрагима Михайловича Ишниязова, с которым мы, в общем-то, с 2000-х годов были знакомы сначала. И я очень много раз бывал в Якутске, и эта идея висела в воздухе. Были противники этой идеи, но реально на сегодняшний день здание построено, здание есть. Мы уже помогли его укомплектовать рядом необходимых для этого видов оборудования, в том числе и звукового оборудования, и каких-то интерьерных решений. Сейчас я уже здесь выяснил те вопросы, которые нужны будет для спортсменов. Там спортзал и зал, так сказать, для социокультурной реабилитации. Но я не хотел бы сказать, что это здание для 700 инвалидов по зрению города Якутска. Это прежде всего для всей Якутии, для всей организации. И вчера, в общем-то, когда мы его открывали, продемонстрировали свое искусство и именно реабилитацию средствами культуры, очень многие организации местные, которых в Якутии 20, а вообще-то 2221 человек, членов общества всероссийского. И вы знаете, ну, в общем-то, увеличивается количество инвалидов по зрению. Ну, к сожалению, это и ковид, и СВО, и другие, в общем-то, возможно, факторов много. Поэтому это очень необходимый центр. У нас такие центры созданы во многих областях, регионах Центральной России. Существуют свои дома культуры. Это было обыкновенным, таким довольно простым решением всегда для центров возле крупных предприятий. Там всегда была своя реабилитационная работа, какие-то определенные кружки, в том числе и обучению системе письма и чтения по системе Брайля, и предварительная подготовка и общение, так сказать, с современными гаджетами, тем более, что сейчас вообще везде и во всех моментах уже начинают применять сенсорные клавиатуры. Сегодня мы со Сбербанком работаем вот по этому вопросу сенсорных клавиатур на
банкоматах? На банкоматах, да. И, в общем-то, я буквально недавно по этому вопросу встречался с руководством Сбербанка. Мы нашли общий язык и будем отрабатывать эту ситуацию. Ну, вот в целом хотелось бы, да, немножко уже, вот вы так затронули тему, что и, собственно, там везде переходы и на сенсорные клавиатуры и так далее, мир меняется, то есть как-то, как правильно, да, сказать, доступность, да? Доступность, да, доступная среда. И да. хотелось бы, да, с ваших уст услышать, а вот по вашему мнению, вот Якутск, да, столица нашего региона, как его вот, как среду для незрячих, да, ее доступную среду в нашем городе, как ее можете оценить? Вы знаете, ну, я могу сказать, мне нравится Якутск как город, но реально на сегодняшний день бросается в глаза очень такие вопросы, когда не озвучены эти светофоры. Вот понимаете, сегодня практически от Владивостока, там, Камчатки и до Калининграда везде есть озвучка. Вот в Якутске пока с этим почему-то слабо. И откровенно могу сказать, в местах интенсивного передвижения людей маломобильных это необходимо делать, потому что это не только для нас, допустим, для инвалидов по зрению, незрячих, но ведь и много людей просто бывает, знаете, забываются как-то, ну и в принципе, чтобы они не вышли на красный свет, наверное, такой озвученный светофор мог бы решить их вопросы. Поэтому я хотел бы система «Говорящий город». Она лучшая была в Сочи создана, в Санкт-Петербурге. Это специально со смартфонами люди могут ориентироваться. Ну и, естественно, мы обсудили много вопросов и на уровне руководителей правительства Якутии. Я думаю, что эти вопросы они возьмут на заметки, и мы совместно с нами будут работать. Но у меня огромная просьба к руководству города Якутска все-таки посмотреть прилегающую территорию вот к новому культурно-спортивному реабилитационному комплексу. Там будет очень много незрячих всегда, и, конечно, сделать ее доступной. Это был бы тот, наверное, очень хороший первый шаг для того, чтобы решить этот вопрос и, наверное, показать, что город заботится о своих жителях и помогает. Ну, вот еще такой вопрос, ну, как бы, тоже, как бы, да, одна из граней, да, которые можно обсудить в части незрячих людей. Это вот про среду мы поговорили, про доступную, но есть же еще другой фактор, да, это отношение людей. И все равно сегодня как-то, ну, люди так, ну, по большей части, наверное, не понимают, как себя, может быть, вести, как относиться к этому всему, что нужно поменять в обществе, чтобы поменялось это вот отношение. А вы знаете, здесь прежде всего многое нужно поменять именно вот в деятельности наших СМИ и журналистов. Надо, в общем-то, чаще, наверное, освещать вот эти вопросы проблемные, судьбы каких-то людей, потому что это определенного рода ежедневный героизм человека, когда он преодолевает свой недуг и адаптируется и социализируется в обществе. Я просто еще раз могу сказать, я очень тронут вчерашним мероприятием. Просто многие люди из организаций, из удаленных улусов, там явное понимание, знаете, и руководителей местных администраций, они все, в общем-то, как-то отнеслись к этому событию очень с таким трепетным отношением, и где-то награды, где-то какие-то приветственные адреса понаписали. Вы знаете, это очень приятная была вещь. И, конечно, присутствие министра социальной защиты, присутствие вашего заместителя, руководителя правительства Степанова Георгия Михайловича. Все вот эти вопросы очень было приятно ощущать, что фонд социальный страхования пришел. Вот это, наверное, и даст тот толчок понимания и услышать всех тех людей, которых, в общем-то, есть какие-то определенные потребности в связи с их здоровьем, понимаете? Вот это главное. Поэтому вопросов было много обсуждено. Я могу сказать, я специально приехал для того, чтобы, в общем-то, поддержать и порадоваться за якутскую организацию. Мы 100 лет, мы уже вот
8 июля будет 99 лет, и мы пойдем к своему столетию. И вы знаете, на уровне России мы единственная организация, которая награждена государственной наградой орденом Трудового Красного Знамени за те успехи, которые были в Советском Союзе. И это был лучший проект по реабилитации незрячих в мире. То есть в мире все признавали, что русские сделали и в Советском Союзе лучший проект реабилитации инвалидов по зрению. Вот еще и такой экскурс в историю, да, Да. получили, Да, кто бы мог подумать. Но на самом деле очень много, да, решений, которые были в Советском Союзе, ну, в разных областях, они признавались лучшими в мире. Владимир, к сожалению, эфирного времени у нас не так много. Спасибо за эту беседу. Я желаю удачи в дальнейшей деятельности собственного общества и надеюсь, что центр действительно станет тем, что очень нужно было не только, может быть, незрячим людям в Якутске, но и в целом очень много людей в нашем городе проживает. Спасибо. Спасибо вам. И вы знаете, давайте чаще бывать в нашей организации и видеть, и понимать, что мы за люди, и как мы живем, и что мы живем такими же проблемами и такими же вопросами, как и все окружающие. Здорово. Спасибо. Спасибо. Ну а сегодня 6 июня, как сказали, все носители русского языка отмечают Пушкинский день России. Еще одно его название — День русского языка. Неудивительно, что русский язык ассоциируют с Пушкиным, ведь в принципе у многих его имя ассоциируется с понятием русская литература. Его вклад в нее огромен, а с его произведениями знаком каждый, пусть и не со всеми. У владельцев своих персональных библиотек нет-нет, да найдется хотя бы одна книга Пушкина, а некоторые свои пушкинские коллекции развивают за пределы самих книг. И Екатерина Винокурова эту тему продолжит. Редкие статуэтки, наборы открыток, обертки от советского шоколада, конверты и монеты. Все это с изображением Александра Пушкина или по мотивам его произведений. Агафья Семеновна с детства любила декламировать стихи, но именно стихотворения русского поэта импонировали ей простотой языка, эмоцией и рифмой. Уже будучи мамой, наша героиня стала читать сказки Пушкина своим дочерям. С тех пор в доме появился небольшой уголок, который со временем перерос в коллекцию. Первая у меня статуэтка, которую я купила в универмаге, тогда универмаг назывался, вот этот Пушкин. И он очень мне дорог. Я когда захожу в магазин, обязательно спрашиваю или смотрю в первую очередь про Пушкина. Или спрашиваю, что есть у вас про Пушкина. И вот такие статуэтки у меня появились. Самый дорогой мне календарь, конечно, сейчас не товарный вид уже получил, потому что много читаемое. Это 200-летию Пушкина выпущен этот календарь, да. Собрание книг началось также со сказок Пушкина. Со временем, как у любого коллекционера, возникло желание приобрести редкие книги. Так, в коллекции Агафьи Федоровой появилось издание 1882 года. У коллекционера есть функция охотника – найти, приобрести и наслаждаться, и анализировать каждое приобретение. Я приобрела самую старинную книгу 1882 года, избранную Пушкина. Это собрание сочинений Пушкина. И тут тем хороша эта книга, то, что здесь есть рукопись Пушкина, сохранилась полностью. Она очень ценная и дорогая книга для меня. И самое интересное, и мне нравится книга Евгения Онегина «Перевода на якутский язык». Она очень редкая. Я еле-еле нашла, мне подарила одна поклонница, учительница русского языка, Розалия Иннокентьевна. Я очень благодарна ей. Я эту книгу искала со студенческих лет. Имеются и иностранные издания, такие как перевод сказок на японский язык и сказка о рыбаке и рыбке на монгольском. А не так давно пушкинист Агафья Семеновна стала знакомить со своей коллекцией школьников, которые с большим интересом слушают ее и изучают увиденное. Одним из любимых моих собраний, естественно, являются мини-книжки. Я это собираю тоже давно. Сначала я собирала именно мини-книжки Евгения Онегина, потому что Евгений Онегин – мое самое любимое произведение. Потом в глаза попались различные повести, стихи. Есть 80-е годы выпуска, 90-е годы выпуска. И самое последнее это в виде чая – это цитаты Пушкина. И вот эти самые маленькие книжки, которые читаемые, они
Некоторые просто так читают, некоторые через лупу читают. Особенно эти мини-книжки нравятся детишкам. Я им разрешаю все потрогать, все читать. Ну а любовь к стихотворениям Пушкина Агафья Семеновна привила своей внучке. И уже в июне, в день рождения поэта, они готовятся к конкурсу чтецов. Также в планах в юбилейный 225-летний день рождения Пушкина собраться с друзьями за столом с его любимыми блюдами. Я живу в Хатасе, я хочу круг друзей позвать и отметить этот праздник с явством, потому что у меня есть видик и как курсовая работа, типа работа своя, что любил есть Пушкин. И готовить эту еду и угощать своих друзей. Если жизнь нам манит, не печалься, не сердись, день уныния смирись, день веселья настанет. Сердце будущим живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило. Катерина Винокурова, Георгий Григорьев, Якутск. А в преддверии Пушкинского дня мы поинтересовались у жителей Якутска, знают ли они стихи Александра Сергеевича Пушкина. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Вы стихи Александра Сергеевича Пушкина помните какой-нибудь? Например, «Я вас любил». Я помню чудное мгновение. Давайте рассказывайте. Расскажите. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. И днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Спасибо вам большое. Буря мглою. Небо кроет. То есть по строчке помните точно? Ну да, помню. Буря мглою. Небо кроет, небо снежное. Не помню совсем. Ну, все равно здорово, спасибо. Следующий Пушкина не помните какой-нибудь? Ой, так сразу ошарашили, даже не знаю. Буря мглою, например. Ну да. Давайте вместе попробуем. Ну, буря мглою, небо крою. Какое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина помните? Буря мглою, небо крою. Вихрь снежный хотя. Да. А что-нибудь еще, например, «Я вас любил». Любовь еще, быть может, В моей душе. угасла не совсем. Но пусть она вас больше Не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Спасибо большое. Ну, а поскольку сегодня Пушкинский день, мы не могли не позвать в гости человека, причастного к миру литературы. Сегодня в гостях у нас писатель, поэт Эдуард Корнилов. Эдуард, доброе утро. Доброе утро. Ну, предлагаю вам продолжить дело моей коллеги и пару строчек из произведений Пушкина прочесть. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, и пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью храним. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим. Здорово. Самое длинное четверостишье за сегодня. Это уже как бы не четверостишье, а прям целый отрывок. Но в целом, как вообще к творчеству Пушкина вы относитесь? Ну, мы все выросли с малых лет, как бы впитали его сказки, стихи, поэмы. И школьная программа была насыщена стихами и рассказами Александра Сергеевича Пушкина. И я думаю, как любой человек с России, ну, русский человек, можно сказать, я отношусь к нему с уважением, потому что он повлиял на становление русского языка. Мы говорим русским языком как бы благодаря ему, Александру Сергеевичу. Ну вот как бы не случайно, почему в Пушкинский день мы отмечаем и День русского языка. А в целом, вот опять же, о значении этого дня, уже как вот какой-то даты прям. Вот значение Пушкина вообще нельзя никак переоценить, потому что в 1880 году, когда был создан первый памятник великому поэту в Москве на площади Страстной, сейчас называется Пушкинской, решили провести Пушкинский день. Давно умерла императрица Мария Александровна, и как бы перенесли на 6 июня. И с тех пор стали праздновать Пушкинский день 6 июня. Но его
как бы, я и говорю, переоценить никак нельзя, потому что он, можно сказать, был создателем русского языка нашего, на котором мы сейчас говорим. Вот он некоторые слова, некоторые, как бы, мы говорим как бы его языком. Вот. Ну и в целом неоценимый вклад именно Да. в литературу нашу, потому что она, вот, литература того времени, она же, в принципе, известна на весь мир. Это не только как бы какое-то наше локальное явление. А в целом, вот, повлияли ли, может быть, произведения Пушкина на то, что вы пришли в поэзию? И как вообще вы, собственно, решили заниматься, увлеклись поэзией? Да. В детстве меня пригласили при Доме пионеров, был такой драм-кружок. И я туда ходил, и как раз мы в сказке Пушкина, участвовал в сказках Пушкина, играл то медведя, там, то белочку, то стрелочку. И, в общем, вот это прививание стихов, поэзии, оно, видать, привилось ко мне-то и дала какой-то уже, можно сказать, такой интересный момент или увлеченность. И началось мое стремление писать. Я вот, мне лет 12-13 было, я уже как бы хотел писать стихи, но не знал, с чего начать. И вот где-то в 15-16 лет я написал первые стихи, но они не складные были, там ни рифмы, не было размера стихотворения. И как бы со временем у меня появились хорошие учителя, наши валекминские, Петр Петрович Бернов, Татьяна Валерьевна Емельянова, которые мне как бы подтолкнули, сказали, вот надо так, там рифмы, слоги надо, и там кореи, ямбы. И как бы потихонечку я начал писать. Ну, собственно, пример, да, все приходит с опытом. Ну вот, кстати, знаем, да, что да и в эфире нашей программы у нас был сюжет о том, что выпустили вы сборник стихов. Вот подробнее о том, как создавался этот сборник, какие стихи в него вошли. Вот, во-первых, я хочу принести благодарность свою нашему отделу культуры Алекминского района Анне Валерьевне Кубряк, ее заместителю Марии Дмитриевне Ларионовой, которая, она как бы была как двигатель, начала раскручивать, и обратилась она к Наталье Владимировне Михалевой, Сая, народному писателю Якутии, поэтессе. Она сподвигла своих коллег, писателей, поэтов Якутии, чтобы они перевели мои стихи на якутский язык. Ну, основную массу переводов сделала Мария Дмитриевна Ларионова, наша алекминская поэтесса, мелодист, певица. Я вот благодарю якутских поэтов очень от души, потому что появился такой сборник, который как бы сразу пишется, и вот здесь мои стихи, а напротив перевод. Как бы на развороте. Да, на развороте сразу уже и те люди, которые знающие якутский язык и русский, они как бы уже смотрят, как бы вот это, как звучит стих по-русски, ну, автора и в переводе. Я думаю, что некоторые переводы на якутский язык, наверное, даже лучше получили, чем оригинал. Но в целом это же еще огромный плюс для изучения языка, как в обе стороны работает, когда ты вот смотришь в развороте одно и то же на двух языках, начинаешь и на том, возможно, лучше даже говорить. Ну и завершая нашу беседу, а что на творчество вас сегодня вдохновляет? Ну, все вдохновляет. Бывает то, что едешь, ты посмотрел, смотришь там, женщина улыбнулась как-то улыбкой, и пошло что-то там, и начинаешь ты ловить рифму вот эту, и потихоньку складывать, и какое-то небольшое стихотворение может получиться. А потом, в принципе, оно может разрастись. Да, оно может разрастись потом уже больше. Вдохновение вокруг нас. Эдуард, спасибо большое за эту беседу. Ну, поздравляем с выпуском сборника еще раз, тем более не так давно это произошло. Ну и желаем дальнейших творческих успехов. Спасибо большое. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра.
Самолеты-зондировщики продолжают работу по вызыванию дождей в Якутии. Воздушное судно Ан-26 «Атмосфера» от авиакомпании «Полярные авиалинии» выполнило работы по вызыванию дождей в Мирнинском, Ленском, Сунтарском, Нюрбинском и Алекнинском районах с начала текущего июня. В свою очередь самолет Як-40 Росгидромета работал в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Алданском и Тампонском районах. При этом в ряде районов наблюдались усиленные осадки. На 5 и 6 июня в Вилюйском, на севере Алданского районов ожидается установление чрезвычайного высокого 5 класса, а в Эвено-Бетантайском районе высокого 4 класса пожароопасности леса. С помощью теле-ЭКГ в центральных районных больницах проведено более миллиона исследований. Проект реализуется в кардиососудистом центре в рамках национального проекта здравоохранения. Такая работа существенно улучшает взаимодействие медиков, оперативность и точность выявления диагнозов. 50 мобильных устройств, подключенных в 26 медучреждениях в труднодоступных населенных пунктах. Таким образом, через ЭКГ-систему проводится круглосуточная регистрация пациентов и показаний. Затем онлайн передается специалистам. Далее для лечения заболеваний планируется использовать искусственный интеллект. В будущем развитии теле-ЭКГ мы планируем завести искусственный интеллект, который будет разгружать наших функциональных диагностиков от рутинных описаний. То есть, если мы более миллиона ЭКГ делаем в год, да, то 900 из них это нормальное ЭКГ, и 900, которых нормальных ЭКГ должен взять, 900 тысяч нормальных ЭКГ должен взять на себя искусственный интеллект. А более подробное и более детальное описание уже должны описывать наши доктора Национального центра медицины, Республиканской больницы номер 2. 12 якутских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. Так, по литературе 100 баллов получили выпускники Хампинской СОЖ Вилюйского района Айтылана Гоголева, Хаптагайской школы Мегино-Кангаласского района Арина Терентьева, СОЖ номер 33 Якутска Анастасия Жирякова, второй школы Неренгри Ксения Луценко, Маинского лицея Нергуяна Макарова, СОЖ номер 19 Мирного Самира Фахриддинова, 29-й школы Якутска Элеонора Гурнакова, а также выпускники Республиканского лицея-интерната Михаил Лукачевский, городской классической гимназии Якутска Сергей Зарубин. По географии высший балл получил выпускник Якутского городского лицея Сергей Куркутов, по химии Артур Кувандыков из гимназии номер 2 Неренгри и Юрий Марков из Намского, школы номер 2. Этот год в Горном Улусе объявлен годом предпринимательства. Для развития предпринимательской деятельности в Улусе проводятся различные мероприятия в поддержку местной продукции. На днях в Горном Улусе состоялся конкурс «Лучший автор туристического сувенира Горного Улуса». Целью конкурса является привлечение талантливых людей в сферу производства сувениров. Конкурс проводился по различным номинациям: этнографический сувенир республики, сувенир Улуса, сувенир игрушка и сувенир события. В этом году впервые в рамках года предпринимательства мы решили провести конкурс «Лучший туристический сувенир Горного Улуса» по 6 номинациям. Конкурс создан для улучшения качества и вообще побуждения предпринимателей и населения для изготовления сувениров на продажу о Горном Улусе, о Якутии. Но в этом году приняли участие примерно где-то 10 человек. Мы сейчас комиссии смотрим, и по итогам комиссии будут награждены победители, и памятными призами должны быть награждены. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Якутии. Сегодня помимо Пушкинского дня можно отметить и другие праздники. Давайте узнаем, какие. На календаре 6 июня. Пушкинский день России. День русского языка. По народному календарю Свобориное дерево. Свобориным деревом на Руси называли шиповники, и с этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее лето. Это день в истории. 1882. Американец Генри Силли запатентовал электроутюг. В 1922 начал выходить литературно-художественный журнал «Крестьянка». В 1922 в СССР создано Главное управление по делам литературы и издательств «Главлит». В 1944 началась Нормандская операция, открывшая Второй фронт в годы Второй мировой войны. В
1956. В СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ. 1957. В Москве открыт магазин «Детский мир». В этот день родились Александр Пушкин, русский поэт, драматург и прозаик. Александра Федоровна Романова, российская императрица, супруга Николая II. Валериан Куйбышев, советский политический и партийный деятель, революционер. Игорь Сикорский, русский и американский ученый, авиаконструктор, один из пионеров авиастроения. Павел Коган, советский и российский скрипач, дирижер, народный артист России. Именины сегодня отмечают Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан и Федор. Ну а четверг традиционно день кинопремьеры. Сейчас узнаем, какие фильмы можно уже в эти выходные на больших экранах посмотреть. Это мой новый слуга. Крошка, привет! Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Доброе утро. Полнометражный мультфильм для семейного просмотра «Последний дракон». Нас ждет фэнтези-приключение в Древнем Китае, где рядом с людьми жили настоящие говорящие драконы. Теперь из-за человеческой жадности поставлен под угрозу не только их союз с людьми, но и само существование драконьего племени. И только девочка-рабыня по имени Пинк способна спасти этих магических существ. Она должна помочь вылупиться на свет еще одному дракончику. Теперь Пинк и ее ручного мышонка ждет опасное путешествие по самым удивительным уголкам страны. В нем их будет сопровождать один из последних выживших драконов. Что? Последний дракон. Я вся мокрая. Класс. Хватит! Эфир через 5, 4. Итак, встречайте, мистер Полночь, Жак Делрой. В российский прокат выходит фильм ужасов «Полночь с дьяволом» режиссеров Камерона и Колина Кернса о сеансе экзорцизма в прямом эфире хэллоуинского выпуска американского ток-шоу «Ночные совы», которую ведет Джек Делрой. В канун Хэллоуина 1977 года продюсеры решают устроить мистический прямой эфир и приглашают в студию девочку Лили. Она пережила массовое самоубийство в секте сатанистов. Вместе с ней приходит исследовательница паранормальных явлений, которая убеждена, что Лили одержима демоном. Среди остальных гостей арабский медиум и разоблачитель шарлатанов. И это ты, зритель шоу. О, как страшно! Как вы знаете, в нашем шоу мы практикуем гипноз. Поприветствуем. Большая часть картины – запись того самого эфира, где случилось нечто кошмарное. По сути, режиссеры используют популярный среди авторов хорроров формат найденной пленки, как, например, в фильмах «Ведьма из Блэр» и «Паранормальное явление». Правда, в других фильмах монстры и призраки случайно попадали в объектив любительской камеры. Здесь же братья Кернс воспроизводят профессиональную телесъемку полувековой давности. Беременных просим уйти от экранов. Шоу продолжается. Что с тобой, Джек? Ты испугался? Он еще даже не пришел. Полночь с дьяволом. Я потратила половину своей жизни, пытаясь найти самого грешного человека на земле. Древнее поверье гласит, что люди, которые много грешили, после смерти подвергаются чудовищным пыткам прямо в могиле. Несмотря на предрассудки, Сита решает проверить легенду. Она находит самого грешного человека при смерти. Скоро она сможет доказать, что после его смерти ничего не произойдет. Как только он умирает, девушка просит оставить ее вместе с ним на одну ночь в могиле.
Новый фильм культового индонезийца Джока Анвара, автора нашумевших азиатских хорроров «Дети нечистого», «Заклятие», «13-й этаж» и «Ведьма. Деревня проклятых», основан на короткометражке 2012 года. Тогда еще совсем молодой Джока придумал историю о сыне серийного убийцы, который случайно попадает в гроб своего отца. При свете зажигалки мальчику приходится наблюдать, как демоны жутко пытают его отца за то, что он творил при жизни. После успехов последних лент Анвар решил вернуться к давней истории, основательно ее переработав и вложив в нее смысл важности семьи, веры и жизненного пути. На сегодняшний день это самый именитый индонезийский фильм, а для российского зрителя и самый свежий, ведь его премьера на родине состоялась совсем недавно, 11 апреля. Желаем вам приятного просмотра. Астрал. Ночь в могиле. С 6 июня. Только в кино. Вот так сегодня утром мы встретили. 6 июня на календаре, напомню, Пушкинский день, День русского языка, называйте как хотите. Отличный повод сегодня, кстати, взять книжку Пушкина, что-то прочитать, если давно этого не делали. Отличное времяпровождение получится. Я же вам желаю отличного дня, хорошего, продуктивного, с улыбкой на лице. Завтра вновь встретимся уже в этой студии и будем встречать уже завтрашний день. До встречи.